Так, всем добрый вечер еще раз. Давайте начинать. Так, мы в прошлый раз застряли, когда мы обнаружили ошибки. И давайте сейчас разберем эту ошибку, как я его исправил, и дальше поедем. Так, у нас была проблема в том, что когда мы добавляли еще какие-то блоки, у нас блоки съезжали. В общем, наша верстка ломалась. Так. Вот как я решил эту проблему сейчас. У нас был список features list, и когда добавляли айтемы, либо когда добавляли контента, у нас блоки начинали ломаться. Так. В списку мы добавили flex wrap, и наши блоки начинают вниз переноситься. Но дальше была проблема в том, что когда мы в какой-то блок добавляли больше контента, допустим, вот сюда, они наезжали друг на друга. Так, давайте на самый первый блок сюда добавим еще больше контента. Вот сейчас, как вы видите, я уже проблему решил. И как я решил эту проблему? Ну, на самом деле, вот слишком вот такого большого контента здесь не ожидается, конечно. Разработчики будут понимать, что здесь будет какой-то просто лид, какой-то маленькая информация, там максимум два предложения. Но все равно мы должны это учесть и написать наши универсальные стили. Так, у нас тема будет сегодня по CSS-счетчикам, но о них мы поговорим чуть позже, потому что у нас есть в макете очень интересный блок технологий, который мы сверстаем уже не упорядоченным, а упорядоченным списком. То есть мы здесь будем использовать нумерованный список и очень интересно реализуем вот эти нумерации. Как раз вот тогда и поговорим про сегодняшнюю тему. Так, дальше по багу. Что я сделал? Айтемам мы задавали минимальную высоту, чтобы вот фоновое изображение у нас всегда вставлялось. Какой-то был минимальная высота. Дальше что я написал? Так, здесь большинство касается иннера, фича сайтом иннера. То есть внутри лишек у нас есть div, обертка. Вот с ним я и поработал. Во-первых, задал margin top 150 пикселей. И наш блок чуть-чуть вниз смещается. Дальше я указал margin bottom уже минусовую, чтобы наши блоки, наоборот, ушли как бы минусовым маржином вверх подняли. И осталось... До этого, получается, мы здесь использовали для иннера position absolute и так далее. Ну вот с position absolute у нас контент не влезал, из-за этого блоки съезжали. И поэтому от position absolute пришлось отказаться и вот я прописал остальные. Сейчас вот здесь я убрал топ 158, который мы позиционировали. Вот этот сейчас это свойство не будет работать, потому что я от блока избавился от абсолютной позиции, поэтому я его сейчас убираю. Бот там тоже в принципе не нужен, его тоже удаляем. Как видите, здесь ничего не меняется. Так, маржин, только маржинами
я выровнял, получается, наш блок. И когда я его поднимаю наверх, отталкиваю с верхнего края, но потом его поднимаю чуть-чуть минусовым, компенсирую. И таким образом наши блоки, наш контент начинает влезать, а следующие какие-то, если будут добавлены какие-то блоки, они адекватно будут располагаться на второй строчке. Так, вот таким образом я решил проблему баг. Так, остальные блоки, с ними все окей. Так, дальше работаем дальше. И что сегодня у нас будет? Так, мы сейчас будем верстать вот этот блок Technology и вот блок скачивания. Так. Этот блок закрываем. Здесь открываем другой section. К section у нас будет Technology. Так, внутри у нас будет контейнер. Так, и заголовок H2 с классом Section Title. Плюс еще добавим дополнительный класс, которым мы еще кое-что исправим. Это будет класс Technology Title. Отсюда просто скопируем текст. Как вы помните, Section Title у нас универсальный класс, ко всем применяется, а Technology Title будет относиться только для этого. Так, дальше. Так, меня не слышно? Всем не слышно? Напишите. Нет, слышно. Все тогда. Так, дальше мы уже смотрим по макету, и здесь уже идет перечисление каких-то технологий. То есть этот сайт будет какой-то компании, технической компании, они предлагают там Cloud Storage, Secure, там PDF и так далее, и так далее. То есть это список технологий, которые они предоставляют. Поэтому, как мы видим здесь на макете, вот эти элементы, список перечисления, это идет с нумерацией. В принципе, мы можем здесь использовать как бы не нумерованный. Ну, давайте мы еще не смотрели нумерованный список и попробуем его сверстать уже с списком OL. Список будет у нас OL, там с классом Technology, пример лист. Так, внутри будут у нас айтемы. Так, и что будет внутри каждого айтема? У нас здесь, как и в блоке features, здесь тоже будет div. Для чего этот будет div? Мы будем этому диву задавать какие-то общие стили. Так, вот у нас будет, например, technology item inner. Что внутри? Внутри H3 будет Technology Item Title, Cloud Budget, Management Software. Так, это не то. Давайте. Сейчас у меня просто я поставил дополнительное расширение с GitHub. Он вот так подсказывает код. Расширение основано на машинном обучении и так далее, который очень быстро как бы должен ускорять нашу разработку. Поэтому я его поставил, тестирую. Так, и он не все, конечно, хорошо подставляет. Вот Cloud Storage, первый заголовок будет. Дальше идет у нас абзац description. Так, и здесь будет уже описание.
Так, да, я потом расскажу, как его настроить. Так, вот получается минимальный набор. И таких лишек у нас будет 4 штуки. Скопируем 4 раза наши блоки. Второй, третий, четвертый. И осталось только поменять текст. Так, первый блок, второй блок. Так, дальше. Следующий заголовок. И последний заголовок, и текст осталось. Все. Смотрим. Вот здесь теперь у нас появились все вот эти списки технологий. Дальше что мы делаем? Переходим в стили. У нас есть родитель Technology, общий section. Так, что мы сюда напишем? У родителя есть свои какие-то отступы, то есть отсюда до сюда паддинги получается. Мы эти как раз паддинги пропишем. Отсюда до сюда 135. Паддинг топ получается 135 пикселей. Осталось прописать нижний отступ тоже вот так, не до сюда. Так, 104. Внутренний 104 пикселя. Вот разнеслись наши блоки. Дальше у нас есть Technology Title. Там он, в принципе, все стили взял, только осталось прописать текст Align Center, чтобы он стал здесь. И чисто уникальные какие-то отступы от этого блока, например, до сюда. Так, 52 пикселя получается. Margin сокращенно напишу, сверху 0, справа, слева 0, и снизу получается у нас 52. Так, все. Дальше едем. Так. Список у нас есть. Margin 0. Padding 0. List style none. Так, смотрим. Все лишнее убрали. И, конечно же, будем использовать DisplayFlex, чтобы их выстроить в ряд. Вот они стали. Давайте вот эти блоки, получается, сейчас они отцентрированы. Поэтому сюда допишем Justify Content, не Space Between, а просто центр. И тогда наши блоки начнут устраиваться по центру. Так, кроме этого, мы здесь смотрим, они все относительно друг друга отцентрированы. Поэтому Align Items тоже будет центр.
Так, пока мы ничего не увидим. Что осталось? Еще добавим flex wrap в wrap, чтобы если будут там, если появится пятая технология, чтобы эта пятая технология вниз спустилась. Сейчас только помещается 4, потому что мы айтемом еще не задали ширину. Так, дальше у нас есть айтемы. Что мы будем задавать айтему? Айтемом мы зададим только ширину. Замерим ширину, они занимают 3 колонки, 255 пикселей. И вот теперь они помещаются. Так, кроме этого, айтемам нужно задать отступ, потому что здесь, как видите, есть какой-то уже отступ. Давайте замерим отсюда до сюда где-то 30, 33, а здесь 29. Ну давайте, здесь получается чуть больше, здесь чуть меньше. Мы зададим просто какое-то среднее значение. Зададим паддинг, пускай сверху будет не 0, по бокам, например, 30 пикселей. Так. И айтемом всем сразу скажем текст align center, чтобы текст выравнивался по центру. Так, вот они. Так. Нумерация пока не будем заниматься. Так. Дальше давайте зададим вот эти стили для текста. Item title есть. Так, лишнее здесь уберем. Текст align мы уже прописали. Здесь будет 700. Цвет такой. Так. Margin надо прописать. От него вниз 10 пикселей. Пишем margin. Тоже сокращенно напишу. Сверху 0, по бокам 0, снизу 10 пикселей. Так, есть. Так. Теперь вот этим тайтлом мы будем сейчас задавать вот эти иконки. Их можно, ну, по консультации там с SEOшниками и так далее, можно задавать через EMG, но сейчас я буду их просто вставлять как иконки, только через CSS. Вот у нас есть item title, и мы через псевдоэлемент зададим им вот эти формы, иконки. Position у них будет абсолют. Но чтобы позиционировать их относительно именно тайтла, не от всей страницы или от другого элемента, мы position relative напишем вот этим элементом. Абсолют. Так, дальше что у нас есть? Позиции мы сейчас укажем. Сперва давайте вырежем вот эти сами иконки. Так, вот есть фрейм. В формате SVG их и скачаем. Так. Назову icon cloud. Так, следующий фрейм.
icon, например, secure. Icon PDF. Это будет icon CSV. Все. Так. Здесь мы видим, что этот фрейм 80 пикселей, а этот фрейм получается 66, вот эти 70, вот эти CSV совсем другой размер. Мы сейчас просто зададим какой-то общий размер. Так. Ширина будет, например, 80. Возьмем самый большой элемент. Высота тоже будет 80 пикселей. Обязательно нужно прописать контент. Пускай даже пустой, чтобы наши псевдоэлементы отрисовались. Так, дальше. Дальше что? Так, background, image. Так, здесь мы будем задавать images. Что у нас там? Icon cloud. По умолчанию ставим для всех элементов icon cloud. Дальше скажем bg repeat, no repeat. И background position center. С обеих сторон. Вот они появились. И получается, его сейчас надо чуть-чуть только сместить. После того, как мы указали абсолютную позицию, мы скажем, например, снизу уже будем их позиционировать, поэтому пока давайте поставим, например, минус 20 пикселей. И слева 50%. Хотим его отцентрировать. Но, как вы помните, элемент сейчас отцентрируется с левого края. А нам нужно, чтобы элемент полностью был по центру. Мы его потом через transform скажем translate и минус 50, минус 50. Вот элементы стали. Так, только от technology, только вниз мы ничего не прописывали, получается. Так, хорошо, чуть потом допишем. Так. Item title, так. Ну, давайте сразу его. 52 пикселя мы вроде прописывали. Так. Марджины есть, но мы кое-что упустили. Хорошо. Так, едем дальше. Остальные тайтлы остались. У всех сейчас получается одинаковый элемент, поэтому мы сейчас вот нашим всем айтемам отдельно допишем классы. Вот у нас technology item inner есть. Так. Item title есть. Сюда просто будем дописывать класс. Скажем, например, будет точно такой же класс, только мы в конце изменим наш чуть класс. Item title.
Например, первый будет secure. Первый будет не secure. Первый, в принципе, вообще можем даже пропустить. Так, item inner title. Вот здесь будет secure. Так, следующий title у нас будет PDF. Следующий будет CSV. Так, и вот этим уникальным классом мы просто будем переназначать наши фоны. Так, title это у нас будет secure. Так, здесь мы будем только переназначать background image, потому что все остальное уже есть. Так, это у нас icon secure. Следующий блок у нас PDF. Icon у него тоже будет PDF. CSV. И здесь тоже CSV. Есть. Так, точнее не есть. Item title. Вот, теперь они появились. Так, PDF, CSV. Так, дальше. И давайте сейчас уже займемся вот этими блоками. У нас был лист. И как сейчас мы будем прописывать нумерацию. Так, нумерация. Мы сейчас, получается, просто лист стайлом убрали нумерацию, потому что у нас здесь есть совсем другая нумерация. То есть нумерация идет как бы перед цифрами стоит 0. То есть до 9 чисел всегда будет у них 0, а потом, начиная с 10, вот, предшествующий 0, он исчезает. И как его сейчас реализовать? Сперва мы списку зададим вот счетчик. Для таких уникальных счетчиков, которые будут идти, то есть какие-то нумерации мы можем реализовывать через CSS счетчики, так называемые. Мы можем создавать любой счетчик, какой нам захочется, и потом этим счетчиком и воспользоваться. Сперва мы должны задать счетчик для того элемента, откуда мы хотим уже начинать считать. Счетчик создается, CSS счетчик создается с помощью свойства counter-reset. И потом мы должны придумать какое-то название для этого счетчика. Ну, у нас будет нумерация, поэтому просто напишем number или сокращенно num. Счетчик создали.
Дальше у нас идут айтемы, которым мы должны применить этот счетчик. Этот счетчик, чтобы его применить, мы должны воспользоваться свойством counter increment, то есть то, что должно расти. Инкремент и какой счетчик мы будем инкрементировать, то есть добавлять по одному. То есть первый элемент будет 0,1, второй элемент будет там 2. То есть по одному шагу мы будем увеличивать этот счетчик. И этот счетчик у нас, мы назвали его num. Если мы сейчас посмотрим, ничего не поменяется. Потому что мы вот эти нумерации будем задавать псевдоэлементам. Вот у нас есть technology айтемы, к которым мы хотим применить наш счетчик. Так, и сюда скажем, поскольку у нас псевдоэлемент, мы ему укажем content, а в контенте у нас будет не пусто, как до этого мы писали, а здесь будет у нас счетчик. Вызываем функцию, чтобы воспользоваться счетчиком counter, и потом сюда передаем наш счетчик. Вот передали. Дальше остается, как нужно описать, как наш счетчик должен увеличиваться. То есть у нас будет шаг 1. Скажем, counter increment. Каждый айтем берем по одному. То есть сюда передаем какое-то десятичное число. На какой шаг мы хотим увеличивать число. И дальше мы просто описываем, как вот эти нумерации будут выглядеть. То есть чисто текстовые какие-то стили. Вот у нас есть нумерации. Здесь берем вот текстовые параметры. Цвет и так далее. Так, лишнее сейчас мы удалим. Так, текст align центра не нужен, в принципе. Font weight у нас будет 700. Шрифт размером 100 пикселей, высотой 120. Там и цвет такой-то. И попробуем здесь смотреть. Так. И у нас все поехало. Так, мы не туда. Item. У нас только здесь будет before. И вот смотрите, что сейчас произошло. Номера ставились, нумерация 1, 2, 3, 4, как и мы этого хотели. Но у нас сейчас нету нулей, которые должны идти там с 1 по 9 элемент. И дальше как его описывать? Поскольку у нас элемент before, и мы должны, получается, выбрать все элементы, которые, вот эти лишки, да, и потом выбрать из них первые 9 айтемов. Поэтому мы вот здесь скажем, так, technology item, его берем. И чтобы выбрать первые 9 элементов, мы воспользуемся селектором nthchild. nthchild, где укажем, какие элементы нам нужны. Нам нужны элементы, начиная ценного плюс там 9. Этот селектор выберет все элементы, у которых, то есть все лишки, которые начинаются с 1 по 9. То есть именно с 1 по 9 нам нужно добавлять цифру 0. Потом у них будет там псевдоэлемент before. И этим before мы скажем content. Здесь будет 0. А потом дальше будет идти counter нумерация. Смотрим, и появляются вот эти цифры нули, предшествующие нули. Давайте попробуем. Сейчас возьмем лишки и добавим их
кучу-кучу. Вот все элементы, получается, начинаются 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 и так далее, и так далее. 0,9 доходим, 0 еще добавляется, а начиная уже с 10 элемента у нас нашим элементом CSS счетчиком, получается, нули не будут добавляться. Так, еще раз хочу повторить, как мы сделали счетчик. Первое, мы должны инициализировать счетчик тому элементу, которому мы хотим. В Notion у вас будет пример чуть попроще. Получается, у нас по макету чуть сложнее, поэтому вот здесь я именно хочу вам еще раз повторить. Счетчик инициализируем тому элементу, где будет счетчик. Это у нас лист. То есть здесь может быть UL, там дивы, любые элементы. И ему говорим, у тебя будет счетчик counter reset, и этот счетчик я называю number или num сокращенно. Потом этот счетчик мы будем применять айтемом и говорим, у тебя будет counter increment num. Но этот counter increment мы будем использовать именно для technology item, именно для псевдоэлемента before. И вместо контента мы здесь вызываем счетчик через функцию counter и сюда передаем просто наш счетчик. Вот таким образом у нас чисто появляется счетчик, который начинается. Дальше еще мы говорим counter increment будет item, там по одному будет счетчик расти. И дальше получается, мы уже добавили счетчик, они начинаются с одного и дальше по одному шагу просто будут увеличиваться. 1, 2, 3 там, и n количество. Но нам нужно было по макету добавлять цифру 0. Поэтому мы берем еще первые 9 элементов, к ним псевдоэлементом before, добавляем контент, и этот контент у нас будет там, цифра 0. Если сюда мы назначим какой-то любой символ, там, скажем, здесь будет плюс, у наших элементов будет плюс. Там хотим, чтобы здесь была точка, ставим точку, и вот у каждого элемента будет предшествующий элемент точка. То есть мы просто передаем какой-то контент и дальше к этому контенту прибавляем просто счетчик, приписываем counter number. И мы получаем вот такой счетчик, как нарисован у нас на макете. Столько таких элементов, конечно, наверное, не будет, там максимум 3, 4, 5, но все равно мы должны это учесть, чтобы счетчики увеличивались. Другим вариантом я мог бы взять эту цифру 0,1 и его экспортировать как, например, там, просто JPEG или там изображение, да? А потом вот точно так же добавлять к элементам. Но получается, тогда мне нужно создавать несколько разных изображений, и потом, там, если появляется какой-то элемент, каждому менять там цифру 0,4 там, на 5 элемент, 0,5, там, 0,6 и так далее. То есть код будет не такой уж универсальный. А когда мы используем счетчик, счетчик будет автоматически сам по себе увеличиваться. Здесь вопрос, почему минус n? Вы, наверное, еще не читали книжку по CSS. Там есть глава селекторы, и там указывается, для чего служит вот nth child. nth child нужен для того, чтобы мы могли точно выбрать какой-то элемент. Минус n просто означает, там, возьми любые цифры, любые элементы, начинающиеся, а потом иди до 9. Еще поподробнее прочитайте в разделе книги селекторы. Там, сюда мы можем, получается, выбирать какие-то элементы, там, счетные элементы, нечетные, там, и так далее. Там, или каждый второй, каждый третий. То есть nth child служит для того, чтобы мы точно более гибко управляли выборкой или селекторами.
Так, вот получается, мы сделали блок. Осталось прописать чисто текст, параметры для вот наших description. Выбираем. Отсюда берем просто наши текстовые параметры. Так, у нас эти все, получается, у нас description есть. Technology. Description. Text Align Center не нужен. Вставляем, вот текст поменялся. И все получается. Сейчас наш элемент отлично работает. Попробуем добавить чуть-чуть побольше контента, чтобы протестить все, как это все будет выглядеть. Там сейчас, например, очень короткие заголовки. Мы попробуем там заголовок из 3 слов. Не здесь, а вот здесь. Пускай здесь тоже будет чуть-чуть побольше контента. Все работает, только получается нужно чуть-чуть добавить отступа, чтобы вот этот элемент совсем не прилипал к нашему элементу. Мы можем псевдоэлементу задать, либо h3 задать слева, справа, снизу, сверху тоже можем здесь задать какой-то маржин. Там 10 пикселей. Добавить паддинг, например. Паддинг топ. Так, тогда добавляется этому, да, получается. Тогда давайте попробуем через псевдоэлементу задать. Не минус 20, а его еще чуть приподнимем. Скажем, так, нет, так не сработает. Давайте все-таки оставим псевдоэлементу. Минус 25. Так. По тайтлу. Так, здесь 0. Попробуем задать margin bottom этому элементу. Margin bottom 20 пикселей. Так, да, есть. Но вот эти элементы, получается, чуть-чуть вверх съезжаются. Так. Давайте вот здесь потестим. Так, здесь еще лучше бы добавить item title. Padding top, например, 20 пикселей. Тогда наши элементы, по идее, должны сместиться. Так, и попробуем поуправлять паддингами.
Ну, 15 пикселей. Оставим 15 пикселей. Так, вот, получается, ничто ни на что не наезжает. Иконки стоят. Так, обратно возвращаем наш контент. Лишнее убираем. Так, есть. Все нормально. Так, лишние лишки просто сейчас возьмем и удалим. Так. Так, смотрим. Все окей. В принципе, можно было, оказывается, обойтись без вот этого дива. Давайте его можно давайте удалить. Попробуем удалить. Так, все окей. Лишние элементы нам не нужны, поэтому код тоже всегда нужно рефакторить. Так. Окей. Так, все, едем дальше. Остается следующий блок. Так, это у нас download. Это будет блок download. Контейнер. Так, и здесь будет точно такая же ситуация, как в блоке видео. То есть две колонки и так далее. Давайте вспомним, как мы это реализовали. Поднимемся здесь. Вот у нас блок был. По идее, сейчас у нас будет точно такая же ситуация. Смотрите, здесь одна колонка пустая, здесь одна колонка пустая. Внизу будет точно такая же ситуация. Одна колонка пустая. Сейчас, по сути дела, мы будем повторять наш код. А это плохо. Поэтому вот здесь мы скажем, это будет не, скажем, не видео inner, который мы делили, а, допустим, section inner. И вот здесь тоже рефакторинг сделаем, section column. А в CSS то, что мы туда прописывали, это тоже переименуем. Так, вот у нас video inner, section inner, а это будет section column. Так, дальше что мы сделаем? Вот в контейнере, получается, у нас будет точно такая же ситуация. Так, у нас будет section inner, в котором уже будут применены display flex и так далее. Потом будет, внутри будет у нас section column. И таких колонок будет 2. Так, в первой колонке у нас заголовок. Берем этот заголовок, скажем h2, section title, плюс еще, скажем, например, download title. Так, дальше в правой колонке у нас здесь получается
Так, слайдер должен быть. Ну, пока слайдер мы не будем делать, JavaScript мы еще не знаем. Поэтому мы просто возьмем и туда вместо слайдера вставим изображение. JPEG, назовем слайдер. Так, возвращаем 15 пикселей. Так. Здесь будет нужен контейнер для слайдера, когда мы в будущем будем делать через JavaScript вставлять слайдер. Поэтому этот контейнер мы создадим и скажем, например, пускай это будет download слайдер. Внутри будет img, папка images. И слайдер. Ставили. И как вы видите, у нас уже автоматически все выровнялось, потому что мы здесь чуть-чуть отрефакторили код. Этому сказали, будет section inner, section колонки. И здесь то же самое. И одни и те же стили применяются несколько раз. Так, дальше после заголовка здесь у нас идет какой-то контент. Текст. Его тоже надо ставить. Ну, скажем, это будет просто P, там, download, description. Так, едем дальше. А вот здесь уже ссылки. Ссылки на скачивание элементов. Так, это получается у нас просто перечень каких-то ссылок. Поэтому можно использовать теги A, но будет лучше, если мы здесь используем список и скажем, например, это будет download list. У нас будет li с классом download айтемы. Внутри айтемов у нас будет ссылка. Так, ссылка пока не знаем, куда будет вести. Зададим тоже класс. Download link. И теперь смотрите. Поскольку у нас здесь в макете просто стоят иконки, мы можем взять первый вариант реализации вот этих ссылок. Мы просто можем взять каждую иконку или каждую картинку, экспортировать его и вставить вот здесь как тегом img. Это такой самый минимальный вариант. Но когда мы вставим image, если будет какой-то интерактив, там человек наводит на иконку курсором, и цвет должен как-то меняться, например, этих иконок, да, то в таком случае лучше всего сюда просто заинлайнить SVG-шки. Но SVG-шки просто заинлайнить будет такой вопрос, появится вопрос доступности. То есть те, у которых там скринридеры и так далее, там поисковые роботы, они не узнают, что внутри ссылок у нас SVG. Они не умеют читать SVG. Поэтому мы здесь вот должны сказать подсказку, что эта ссылка, например, первая ссылка, которая у нас, это скачать там, в Play Market. Вставляем сюда, и этот текст появляется. Но мы сюда хотим заинлайнить наши SVG-шки, иконки. Сейчас давайте просто их экспортируем. Экспортируем и скажем, например, Play Store. И откроем наш SVG.
Play Store. Так, вот SVG. Отсюда его копируем. SVG-шки, помним, да, мы их можем просто брать и инлайнить. Его копируем и вставляем после нашего спана. Так, его вставили. Теперь вот Play Store SVG, он нам не нужен. Его можно удалить. То есть я его сейчас экспортировал только для того, чтобы вот скопировать SVG-шку. Удалил. И он здесь появится. Но мы его не видим, потому что у SVG-шки по умолчанию вот здесь стоит fill none, либо fill white. То есть видите, они белые. Если мы сюда пропишем сейчас фон, то мы их и увидим. Дальше что нужно сделать? Мы вот сюда дописали какой-то спан, и этот спан по умолчанию мы будем его скрывать. Скрывать мы будем через тот же класс и назовем, например, этот класс sr_only. То есть от слова screenReader_only. То есть этот спан будет виден только для, только для скринридеров. А обычные пользователи, они не увидят вот слово скачать в Play Market. И даже, допустим, если у нас стили не загрузятся, то допустим, изображение тоже не загрузится, то пользователь всегда увидит ссылку скачать в Play Market. Так, и мы точно так же будем реализовывать все остальные 3 ссылки. Копируем. Так, здесь только удаляем SVG Play Market. Сюда будет вставляться другая иконка. Это будет, например, скачать в App Store. Так, экспортируем иконку App Store. Открываем эту иконку. Тоже здесь все копируем. После спана его инлайним вставляем. Все, больше этот не нужен. Удаляем. Так, вставили. Теперь третья ссылка. Третья ссылка. Здесь тоже удаляем SVG от Play App Store. Сюда будем вставлять другую ссылку от Windows Store. Экспорт. Там. Копируем. Сюда заинлайнили. Так, и теперь отсюда просто убираем лишний мусор. Смотрим, пока ничего не видно. Но дальше уже, когда мы начнем прописывать стили, все будет понятно. Так, вот у нас есть блок download. Так, ему мы будем сейчас задавать как раз таки вот фон. Так, сперва разберемся, давайте с отступами. Так, отсюда 94, получается, и снизу 95. Паддинг топ 94, паддинг bottom будет 95. Есть. Так, и background color. Выделяем, копируем отсюда цвет фоновый. Ставили. Вот фон появился, и мы видим вот эти иконки. Так, и получается по макету у нас здесь уже цвет белый текста. Поэтому мы сразу же родителю зададим контрастный цвет текста. Color
FFF. Есть. Section title он не поменяется, потому что у него есть свои стили. Но мы через download title его поменяем. И ссылкам тоже. Ссылкам вообще даже не будем назначать цвета, их мы просто скроем. А скроем мы... Так, давайте до них еще пропишем вот эти все тайтлы. Так. Вот у нас есть download title. И какие у него будут стили. Выделяем его. Берем стили. Так, 600 нет у нас, 700. Есть. Прописываем отступы. От него до сюда 24 пикселя. Так, ему прописываем margin. Сверху 0, по бокам 0, снизу 24 пикселя. Есть. Так. Дальше у нас download description есть. Тоже отсюда просто берем стили, font size, FFF. Так, line height есть, text justify остается, color мы уже прописали. Так, есть. Осталось прописать отступ. От него до списка, получается, есть 40 пикселей марджина. Поэтому мы ему пишем margin. Сверху 0, по бокам 0, снизу 40 пикселей. Есть. Так, теперь скрываем вот эти элементы. Как их теперь доступно скрыть? Мы им задали класс SROnly, ScreenReaderOnly. Чтобы доступно скрыть элементы, то есть мы могли бы вообще написать displayNone. Элемент исчезнет, но этот элемент вообще он перестанет быть доступным для вот этих скринридеров там и так далее, и так далее. То есть мы его абсолютно его скрываем. Но это нам не нужно. То есть вот этот текст, он должен всегда оставаться. Если вдруг там не заработает ссылка, не ссылка, а стили, там не загрузится иконка SVG и так далее. То есть чтобы конечные пользователи видели ссылку, вот где можно скачать там приложение. Поэтому, чтобы его скрыть доступно, мы пропишем вот такие стили. Мы ему укажем position absolute. Он будет абсолютно спозиционирован. Дальше еще какие стили будут? Мы ему зададим ширину 1 пиксель. То есть он станет совсем маленьким. Потом высоту тоже скажем, будет 1 пиксель. То есть однопиксельный у нас будет элемент. Паддинги убираем. Никаких паддингов вдруг, если там будут и так далее. Напишем overflow. То есть то, что не влезет в этот элемент, будет скрыто. Hidden. Потом мы нарисуем поверх него клип прямоугольник. А этот прямоугольник будет просто нулевых размеров. С 4 сторон. Что такое вообще вот этот клип? Клип, он помогает нам определять какую-то форму, из которого будет виден элемент. То есть как будто мы поверх нашего элемента кладем какую-то, так скажем, рамку,
видную часть, да? То есть как будто бы, когда мы работаем, например, в фотошопе, мы сюда вставляем какой-то блок и можем вырезать этот блок, да? Видный блок. Например, вот выбираем какой-то прямоугольник, и из этой изображения будет только часть, видна та только часть. И как раз таки клип тоже работает вот таким образом. Мы можем поверх любого элемента нарисовать какую-то фигуру и сделать его видимой. А все, что не влезает, например, в эту форму, которую мы описали, все остальное перестанет быть видным. То есть это как будто бы маска, да, можно сказать. И вот мы говорим, поверх него будет вот такой нулевой прямоугольник, и все, что будет видно, то есть выползать, будет не видно. И если мы сейчас откроем сайт, то элементы точно так же исчезли, как будто бы мы написали display none. Но элемент, он будет доступен для скринридеров и так далее. После этого мы уже начинаем обрабатывать наш список download list. Download list у нас будет margin 0, padding 0, там, list style none. Так, выстраиваем его display флексом. Flex wrap включаем. Так, flex wrap. Дальше что у нас будет? Давайте посмотрим. Вот они выстроились, но что-то вылезает, что-то они не отцентрированы. Поэтому align items, центр. Все, теперь они выровнялись по вертикали. Дальше нужно расстояние. У них между ними есть расстояние какое-то. Вот отсюда до сюда 23. То есть у нас есть айтемы, download айтемы. Мы таким методом уже пользовались. Этот селектор выбирает последующий селектор. То есть если download item есть и после него тоже идет какой-то download item, то мы туда будем добавлять margin слева 23 пикселя, как указано по макету. И вот они разнеслись. Так, дальше. Вот для чего все это было придумано, вставка SVG и так далее. Сейчас, смотрите, я навожу, фон не меняется, да, иконки не меняются. Если я хочу, чтобы фон менялся, получается, у нас есть ссылка, download link, и внутри download link есть SVG, а у SVG-шек есть path, и у них есть fill, где указано белый цвет. Получается, мы можем достучаться до этого элемента. Мы говорим download link, внутри него есть path, а у path есть свойство fill, который указывает цвет. И скажем, например, black. Давайте его попробуем. Они стали черными, а мы хотим их наоборот, когда был hover. То есть download link, когда мы на него наведем, внутренний path будет черный. Вот. Получается, сейчас мы уже меняем. Ну, сейчас на черный не будем менять, на какой-нибудь, возьмем, например, фоновый цвет, вот этот, и его чуть просто осветлим. И там пускай будет, например, вот такой цвет. Навожу, вот меняется. Можем добавить там transition, чтобы переход был плавный. Там download link, скопируем его. Не hover, а просто, да, когда download link path, и ему добавим transition. Transition там в течение 2 секунд методом is. И вот
цвет будет чуть плавнее меняться. Так. Осталось застилить слайдер. Для этого у нас есть отдельный блок, колонка, где мы прописывали слайдер. Вот у нас есть download слайдер. Мы сейчас download слайдеру просто скажем border radius 15 пикселей. 15 пикселей. Но этот элемент, внутреннее изображение, не станет 15-пиксельным border радиусом. Потому что мы должны, получается, фактически и border радиус прописывать и слайдеру, и изображению. Но здесь будет только изображение. И получается все, что получается сейчас я прописал 15 пикселей, но вот эти элементы, углы, острые углы, они все равно будут вылезать за рамки. И поэтому мы сейчас не видим border радиус. И то, что сейчас будет вылезать, вот эти углы, через overflow мы их скроем. Все, что будет вылезать, сейчас скроется, и мы увидим вот этот border радиус 15-пиксельный. Вот таким образом мы его застилили. И получается, когда на слайдеру будет добавляться какое-то другие изображения, то они автоматически будут скрываться у них углы, все, что вылезает за рамки, и мы будем у всех изображений получать border радиус 15 пикселей. Вот. Пока на этом слайдер просто оставим. На других каких-то макетах мы посмотрим уже, как можно подключить сюда слайдер, и чтобы слайдер заработал. Вот и все. Теперь у вас есть домашнее задание. У вас сегодня в части книги будет блок по форматированию таблиц, но у нас на макете таблиц нету. Но кроме этого вы еще прочитаете, как можно стилизовать вот эти блоки. То есть формы, элементы форм. Ваша задача будет сверстать до следующего урока, до дедлайна, разметить и сверстать вот оставшиеся два блока. Это контакты и футер. А на следующем уроке я вам покажу окончательную версию нашей верстки. То есть, как сегодня, просто сядем и доверстаем вот эти блоки. Так, и теперь ваши вопросы. Ерлан ағай, бүгінгі темаға байланысты жерде бір кішкене айтыла кетсеңіз. Counter increment. Counter incrementті. Так, дәуір жылы айтылап қолым. Technology'ni біз список қылып саладық па? OL қылыпчы. Бірақ OL списокты қойғанда по умолчанию бізде нумерация 1, 2, 3, 4, 5 деп кетеді да. А бізде макетімізде нумерация біраз өзгөчөлүк. 01, 02, 03, 04 деп нумерация кетеді да. Ошон үчүн CSS-те ушундай нумерация кылыш үчүн counter деген бар да, счетчик. Ошол эки счетчикти колдондук. Ал счетчикти кантип жасадык? Биз биринчи ошол счетчиктин өзүн түзүп алышыбыз керек да. Кайсы элементке түсөбүз? Ал мисалы үчүн бурекил биздин списокко. Technology lisттин ичинде эле списокты өзүбүз түзүшүбүз үчүн, жана счетчикти, списокты эмес, счетчикти түзүш үчүн counter reset деген свойствону колдонуп туруп, анан кандайдыр бир ошол счетчикке ат берип коебуз да. Бул жерде number болушу мүмкүн, любой. Андан кийинки ичиндеги айтемдерге, могу лилерге счетчикти колдонуп атабыз да. Ошолорго айтып атабыз. Айтемде счетчикти көбөйтөбүз. Счетчикти көбөйтүш үчүн биз ошол counter increment деген свойствону колдонушубуз керек. Анан counter incremenттин ичине биз кайсы счетчикти көбөйтөбүз. Ошол эки үстүнө жазган атыбызды бияка жазабыз да, number деп. Анан биздики счетчигибиз такыр бир аз эмерээк болгондуктан
списогубуз уникалдуураак болгондуктан. Ал жана 0 дегендердин баардыгын before деген псевдо элементке кошуп атабыз да. Ар бир айтемде before деген элемент болот. Анан ошонун ичиндеги контент бар да. Контентке биз ошол счетчикти кайра бияка вызывать этип атабыз да. Counter деген функцияны чакырып, анан ичине аргумент катары биз бул num деген аталыштагы списокты жаздык. Эми ошол эле списогубуз өсүш үчүн, көбөйүш үчүн, бир-бирден шаг болуп өсүш үчүн бияка counter increment'ти дагы уточнять этебиз да. Counter increment item 1 деп. Так, айтемди деле, по-моему, алып салсак деле болот болуш керек эле. Иштетип көрөлүчү. Так. Ооба, иштей берет. Айтем деле кереги жок. Counter increment деп туруп, анан счетчик канча шаг менен өсүш керек. Ошону жазабыз да. Бияка мисал үчүн азыр мен там 20 деп койсом. Так, өзгөрбөйт. Анда айтемди жазыш керек болуп калат экен. В общем, бияка азыр бир шагты эле көрсөтүш үчүн 1 деп жаздык да. Андан кийин ошол эле счетчиктердин нумерацияларга стилдерди жазабыз. Анан бирок ошону биз борекини жазгандан кийин деле баары бир счетчигибиз 0 жок эле чыга берет да. 1, 2, 3, 4, 5 деп эле. Бизге алдына именно 0ду кошуш керек. 1ден 9га чейинки сандардын алдында 0 бар да. Ошон үчүн аны дагы выбирай жазыш үчүн биз ошол биринчи элементтен 9-чу элементке чейинкини ntf child деген селекторду ашып туруп жазып, анан айтып атабыз да. Минус n дегени просто выбирает эң башынан баштап деген да, минус деген. Анан 9га чейин баратабыз. Плюс 9 дедик. N'ден башталат, 9га чейин келди. Анан ар биринин before элементинин ичиндеги контентке 0 деген цифраны кошуп туруп, анан 0дун жанына counter num'ды уладык да. Ошондо бизге before'го постоянно 0 жазылат, анан жанында counter'ыбыз уланып кете берет. 1, 2, 3, 4 деп. То есть 10га чейинки санга 9га чейин барат дагы, андан кийин 10дон башталып уже 0 жоголуп кетет да. Так. У Зарины есть вопрос. Рахмат агай. Так, Зарина. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Меники эмем окшошпайт. Сиз Figma менен эмеде иштеп атпайсызбы? Figma менен Visual Code мененчи. Ошо Figmаны ачышып, сүрөттү ал жака жүктөп, анан кайра эме кылгам, ошону окшоштурбай атат. Окшоштура албай койдум. Эмеси окшошпой атат? Figmага сүрөттү көчүрүп туруп, анан кийин кантип эме Visual Code'да эме кылсам, обычный эле эме болуп калат. Сүрөт өзүнүн эле Сүрөттү экспорт кылып атканда Figma'дан SVG деген форматты тандагыла. Азыркындай жана иконканы SVG inline кылганда SVG деп тандагыла. Ошол боюнча. Ошондо через Visual Code ачылып калат да? Ооба, ошондо через Visual Code ачылат. Так, могундагы счетчиктер боюнча татаалыраак болсо, достор, мен бореки жерде Notion'га бир материал салып койгом. Бир аз ошол CSS счетчиктерди колдонгон боюнча. Бул жерде кичине оңоюраак да. Мисалы үчүн морекиндей списокты колдонушубуз керек болду. 1, 2, 3 деп. Анан бул жерде дальше кандай кеткен? Списогубуз бар. OL деген. CSS-тери да бар. Ошол эки CSS-терди эле жазып, байкап көргүлө да, кандай өзгөрүлөт экен. Бул бир аз оңоюраак. Анан ошол экини түшүнө алсаңар, кийин CSS счетчиктерди оңой колдонуп кетесиңер да. Муреки CSS счетчикти сөзсүз эле OL же UL-ге колдонбойсуз. Муну башка div-терге да колдонсо болот, H4 там любой башка тегге колдонсо болот да. Ошол эки шашпай кодду алып, по шагам жазып көрсөңөр, муреки эмедеги Notion'дагы. Ошондо түшүнгөнгө жеңилирээк болот. Чоң рахмат. Так, дагы суроолор барбы, достор? У кого еще есть вопросы?
Так, если вопросов нет, то давайте я сразу покажу вот, новое расширение. Компания GitHub выпустила новое расширение, основанное на машинном интеллекте или на машинном обучении, на искусственном интеллекте, получается. Это как бы помощник для программиста. Вы начинаете писать какой-то код, и машинное обучение, получается, он будет анализировать ваш код, там чужие коды через интернет, и потом предлагать вам наиболее оптимальное решение. То есть как бы лучше бы написать или там сократить целые кучи, там целые функции. Когда мы пишем просто CSS, JavaScript, это не очень как бы наглядно. Но когда, например, вы пишете JavaScript или там Python, какой-то код на каком-то другом языке, он очень хорошо подсказывает, например, развернуть весь какой-то функцию и так далее. То есть он хорошо, оказывается, подсказывает. Сейчас это расширение получается только техническое превью, еще релиза нету, даже альфа или бета-версии нету. И получается, как его можно установить? Вы должны пойти сюда, на этот сайт, зарегистрироваться. Вы зарегистрируетесь, и через какое-то определенное время к вам на почту придет приглашение. Вы переходите по этой почте, потом скачиваете приложение, как обычное приложение в VS Code, только через сайт. Он попросит открыть VS Code, вы его нажмете ОК и так далее. Дальше он просто сюда встанет в приложениях. Как видите, вот здесь у меня есть GitHub Copilot. Вот это расширение. Он установится, включится, но перед тем, как включиться, здесь появится окошко там авторизоваться через GitHub. То есть вы должны пойти на сайт github.com и здесь уже заранее создать свой аккаунт. И вскоре мы начнем изучать вот этот GitHub, и пока можете сюда зарегистрироваться, создать свой аккаунт. И чтобы вот это приложение работало, расширение, нужен аккаунт GitHub. То есть его создайте заранее, будьте готовы, что когда к вам придет письмо, вы должны авторизоваться через этот GitHub. И потом GitHub Copilot, он будет уже автоматически активирован, и он начнет подсказывать код, когда вы уже начнете что-то писать. Вы видели, да, когда я вот здесь уже начинаю что-то набирать, там он уже подсказывает, даже там классы и так далее, и так далее. Сейчас, конечно, это нестабильная версия, но все-таки будет интересно посмотреть, как двигается искусственный интеллект, куда он двигается. Может ли, например, искусственный интеллект в будущем написать какой-то код. Так, вот, советую, зарегистрируйтесь, попробуйте его установить у себя. Так, вот и все. Так, Джипарголь, у вас есть вопрос? Поднимите руку. Так, все. Если вопросов нет, запись останавливаю.